Добрый день, уважаемые дамы и господа, добрый день, коллеги, участники форума. Позвольте вас приветствовать и информировать о проблемах, возможностях трансформации образования для достижения ЦУР как раз в контексте предварительного обзора достижений согласно руководству ЮНЕСКО, о чем вот уже мы слышали, нам рассказывал Нурбек Телишалиев из ЮНЕСКо Алматы. Кыргызстан тоже подготовил этот предварительный обзор и направил уже в Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО, она передает его в Алматы. И после того, как эксперты его посмотрят, вот в декабре должна будет выйти уже доработанная версия, потому что это первый драфт. Как было уже сказано, ЦУР влияет на все остальные ЦУРы, взаимодействует с ними, и усилия, направленные на реализацию ЦУР, они влияют на положение страны в самых разных международных рейтингах. В каждом из них есть запрос на улучшение качества образования и на улучшение доступа к нему, на развитие науки, на развитие инноваций. Мы сделали такой вот веселый набор воздушных шаров, потому что это позитивные результаты, и вы видите, что в центре это достижение Кыргызстана, 45 место из 166 по показателям ЦУР, и это не только, конечно, ЦУР-4, это все 17 целей. У нас 118 место из 191 страны по индексу человеческого развития, вот видите, ИЧР, да? Глобальной конкурентоспособности у нас 76-е, прошу прощения, 96 место из 141 страны. Есть индекс человеческого капитала, у нас 72 место из 174. Есть индекс уровня образования, где у Кыргызстана 76 место из 191 страны мира и так далее. Есть индексы, связанные с научно-исследовательской активностью. Например, Кыргызстан по количеству ученых на 1 миллион человек населения на 51 месте из 128 стран мира. И вот в зависимости от нашего места мы сразу видим, да, где у нас какие вещи проседают, да, то есть, например, по индексу инноваций у нас 94 место из 132 стран, и понятно, что стагнация, если существует стагнация в каких-то направлениях, связанных, например, с наукой, с инновациями, с финансированием этой отрасли, то двигаться в сторону устойчивого развития достаточно сложно. Вы знаете, безусловно, что получение качественного образования – это основа улучшения жизни людей, да, улучшение качества их жизни, это обеспечение устойчивого развития. И на самом деле, когда спрашивают, что такое ЦУР, в ЦУРе, с одной стороны, все очень просто, и с другой стороны, именно из-за этого все очень сложно. Ключевое слово в ЦУР – это «все». Все к 2030 году. И если по-простому трансформировать ЦУР-4 без большого количества слов, то о чем это? 4.1. Все девочки и мальчики получают школьное образование. 4.2. Все девочки и мальчики получают дошкольное образование. Далее. Все мужчины и женщины имеют равный доступ к профессиональному образованию и высшему. Профессиональное в нашем контексте это начальное, профессиональное и среднее. Далее, молодежь и взрослые имеют профессиональные навыки, чтобы трудоустраиваться. Равный доступ к образованию вне зависимости от пола, уязвимости, в том числе инвалидности. 4.6 – это вся молодежь и взрослые грамотные. Далее, они все имеют знания и навыки, которые нужны для устойчивого развития. Это права человека, гендерное равенство, толерантность, поликультурность, многообразие. Все учебные заведения учитывают интересы детей, инвалидов и являются безопасными. Увеличивается доступ к профессиональному образованию и стипендиям в развитых и развивающихся странах. И все учителя обладают необходимой профессиональной квалификацией.
То есть это такие абсолюты, да, в индикаторах, это 100%. И насколько наши индикаторы близки к 100%, к этой отметке, настолько мы движемся к горизонту устойчивого роста. Как уже было озвучено в целом, по достижению ЦУР у Кыргызстана 74,4 балла, и ни одна страна сейчас не достигла 100 баллов. Самый высокий балл у Финляндии это 86,7. И у нас сейчас с вами 2023 год. Это ровно середина между принятием обязательств в 2015 году и завершением обязательств, когда мы будем проводить окончательную оценку, насколько страна близка к цели. Далее у меня будет буквально по одному слайду на каждую позицию, и нам важно показать динамику между 2015 годом и 2023, то есть что мы имеем на уровне экватора, на уровне 7,5 лет. Значит, вы видите, каким образом увеличивается количество школьников за этот период, да? И это достаточно серьезный демографический вызов. У нас получается с вами снизу 15 год и сверху уже 22-й. Всю статистику мы, безусловно, строим на данных Национального статистического комитета, поскольку имеется достаточная база в свободном доступе. При этом мы отмечаем, что уровень гендерной дезагрегации 50 на 50 практически, да, и это очень хорошо. С 2015 года, когда мы начали вводить обязательную предшкольную подготовку, это уже начало массовой подготовки детей к тому, чтобы они были более успешными в начальной школе. После 2019 года наблюдается сокращение численности детей, которые не посещают школу по данным Национального статистического комитета. И основными причинами непосещения школ Национальный статистический комитет выделяет это ограничения по состоянию здоровья и семейные обстоятельства. Уровень завершения в этом же индикаторе очень важно уровень завершения образования на уровне начальной школы, то есть так называемое сохранение когорты, да, то есть когда сколько детей завершают 4 класс, доходят, доучиваются 9 класс, 11 класс. И если у кого-то возникнут вопросы, почему, например, на уровне 9 класса 104,4, это методология Национального статистического комитета, когда детей больше, чем когорта в этом возрасте. Да? То есть школа это 7-17 лет, но когда там 6-летки, кто-то, кому 18 лет, где-то вот эти плюс 4%. И при этом, знаете, что важно? Вот уровень завершения образования мы взяли на 21-22 учебный год. Но на 22-23 учебный год по данным Национального статистического комитета уровень охвата школьным образованием начинает снижаться по всем 3 когортам, и это требует анализа и выяснения причин, потому что параллельно уровень детей, не посещающих школу, не растет. То есть в связи с этим мы предполагали на своем аналитическом уровне, что это, скажем, вопросы, связанные с Боткинскими событиями, но когорта снижается по всем областям. То есть, как вариант, это дети с ограниченными возможностями здоровья и религиозные организации. Значит, что в этом индикаторе еще важно, что есть специальное постановление, которое предполагает, что учет детей от 5 до 16 лет осуществляется местными властями. И как это делается? Это по хозяйственные книги, списки временно проживающих, домовые книги, списки жилищных управлений. Непосещение после пропуска более 10 дней должно контролироваться специальной комиссией органа местного самоуправления, куда привлекаются социальные работники и инспектора по делам несовершеннолетних.